Добрый вечер. В эфире Прайм на канале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее такие важные темы и встречаемся с людьми, которым, как я выражаюсь, есть что сказать. Сегодня у нас премьера в качестве гостя человека, с которым я не был знаком никогда и очень давно мечтал познакомиться. Это журналист, писатель, блогер и бывший политический заключенный донецких застенков Станислав Асеев. Селям алейкум. Добрый день. Вот. Я смотрю тут в Фейсбуке, тут у нас общих друзей 393 человека. Возможно, да. Да. Скажи, пожалуйста, прошло уже с момента, когда ты вернулся из тюрьмы, сколько ровно? Почти полтора года. Полтора года, да? Вспоминаются часто эти годы, проведенные в тюрьме? Это 2,5 года, по-моему, да? Да, 2,5 года, конечно, вспоминаются, но я бы сказал по технической причине, потому что я вынужден это вспоминать. В каком-то смысле меня без тех событий сейчас не существует, и я с ними просто слился, да, потому что все, в общем-то, полтора года, которые я уже на свободе, я только то и делаю, что рассказываю вот об этом месте, да, об изоляции, то есть этой секретной тюрьме, в которой был. И хочешь, не хочешь, а уже не хочется совершенно, то есть в этой теме находиться, но приходится все равно об этом. Но это, скорее вспоминать. всего, ты делаешь ради других уже, не ради себя. В каком-то смысле да, но все-таки в первую очередь ради себя, потому что это, я всегда об этом говорю, что это мой вариант вернуть долг этим людям. Долг, я имею в виду сотрудникам вот этих так называемых МГБ, администрации, изоляции, да, то есть я не могу им каким-то образом отомстить физически, но я могу им создать проблемы в будущем вот информационной То есть волной. вспомнить все. Да, в общем-то, Никого не забыть. и напоминать об этом Западу, в общем-то, стараться. Да, ты же несколько раз выступал при разных аудиториях, это были американцы, европейцы. Да. И ты говорил им вот как раз об этом страшном месте, одном из, наверное, самых страшных мест на Земле, как мне рассказывали, но я не знаю, мне... Может быть, есть и похуже, потому что люди, в общем-то, которым я говорил об этом на Западе, они достаточно невосприимчивы к такой информации, потому что это для них одно из таких мест. Они уже слышали об этом и в Сирии, они знают о таких вещах в Ираке, то есть это Балканы, для них это, есть еще в Донбассе вот такой современный концентрационный лагерь. Нормально, да, в Европе? Да, 21 век, подумаешь. Это люди как бы в дорогих костюмах, у них совсем другие, скажем так, ориентиры. Формально они демократично ориентированы, да, но тем не менее они понимают, что сейчас может быть где-то на такое прямое столкновение с Российской Федерацией в дипломатических кругах. Да, пока идти не нужно, поэтому мы поаплодируем, да, там Асееву, он сказал про изоляцию, и идите, езжайте назад. Где ты выступал? Я выступал в парламентской ассамблее Совета Европы и выступал сразу же после освобождения на Мюнхенской конференции по безопасности. И там русские были? Да, но как бы были не на самом выступлении, то есть в ПАСЕ, конечно, они присутствуют, но они не пришли, то есть там были русские от правозащитников, например, это Таня Лакшина, да, она возглавляет департамент Human Rights Watch российский, но это люди, которые... это иностранный агент, понятно. Да, это люди, которые нам и так сочувствуют, и для россиян они агенты, действительно. А именно у таких россиян, которые бы вступили в полемику или сказали, да что там такого нет, они не ходят, да, они на такие вещи не ходят. Но и все-таки Запад достаточно холодно это воспринимать на данный момент. То есть еще вас тут не хватало, да? У нас своих тут проблем. Да, для них это проблемно. Вот та проблема, о которой говорю я, она для них сама проблемна, потому что это нужно что-то делать опять с Российской Федерацией. То есть смотри, если ты, вот такая история, если ты принимаешь вот все, что ты сказал, да, это нужно немедленно бороться. Если ты вот гуманист такой, если ты воспитан в европейской гуманистической культуре, и вот если ты принимаешь это как ужас-ужас, ты должен немедленно что-то с этим делать, да? Конечно. Да, конечно. А так как делать не очень хочется, поэтому так вот принимай к сведению. Да, совершенно верно, да. Где-то так дела и обстоят. А насколько книга твоя, которая, я так понимаю, касается этого всего,
Насколько она известна на Западе, насколько ее там издают и читают? Вот только-только мы начинаем выходить на западный рынок, и на сегодняшний день на самом деле уже есть большие, как по мне, результаты, потому что, с одной стороны, профинансировало канадское посольство перевод на английский язык. У нас нет англоязычного издательства, но мы издадим 3000 экземпляров на английском языке, которые будут бесплатно раздаваться среди политиков. То есть это целенаправленно западным политикам и дипломатам. Но, кроме того, уже подписаны контракты на издание книги во Франции, Германии и Польше. То есть, Расскажи коротко о книге, потому что, ну, понятно, зрители смотрят, и они точно заинтересуются. Это твоя аудитория уж точно, не знаю, как западные политики. И о чем книга, коротко, ну, название. Книга называется «Светлый путь. История одного концлагеря». Светлый путь по названию улицы, в общем-то, на которой расположена изоляция, да, вот этот парадокс, который не умещается в сознании, вот, в том числе и Запада, да, и, кстати, есть проблемы с переводом на западные языки, как вообще передать как прийти это, светлый путь, со смыслом вот потому этим, что да. для постсоветского человека это понятно, это аллюзия к Ленину, к большевикам, к коммунизму, да, и так далее. А на как переводят? На английский как переводят? На английский перевели Paradise Street, райская улица. Вот, как-то Может так. быть. Это сразу в христианство уносит, а это совсем другое. Ну, очень да. долго у нас была дискуссия по этому поводу, ну, решили вот перевести так. Но тем не менее... Ну, знаешь, это вообще звучит как, вот помнишь, это в Аушвице тоже надпись была «Труд исправляет», что ли, освобождает. Это такой же вот, такая же аллюзия, вот, издевательства. Но на самом деле Хотя эти не специально идиоты, сделано. наверное, даже не задумывались над тем, что и где они создают. То есть я не думаю, что они читали там название улицы, когда они захватили эту территорию, потому что территория действительно для них идеальна. Слушай, про концлагерь сказать, что создают что-то, но это сложно. Да? Ну, приспосабливают. Да, потому что сначала это все-таки была военная база, она и сейчас есть, да, то есть там на этой территории бывшего завода изоляционных материалов, сейчас расположена и военная база ССО и МГБ, так называемых сил спецопераций. Вот, но параллельно они там же еще и держат, в общем-то, вот пленных и, правильнее сказать, заложников. Да, расскажи вот о книге, расскажи о чем. Книга, значит, состоит из 23 глав. Она не имеет никакого художественного сюжета, то есть это публицистическое описание по рубрикам того, что там происходило. Начиная от прибытия, то есть первая глава это похоже так и на дневник, называется. да, все-таки? Да, это похоже на дневник местами, потому что все-таки это более такие описательные вещи, но с философскими отступлениями тех оценок, которые я даю. И все-таки хронологии. Да, ну, конечно, потому что описывается, в общем-то, период моего там пребывания, и изоляция была совершенно разной в разный период времени. То есть 17-й год — это одна изоляция при так называемом Палыче, да, при хозяине, это главный военный преступник, и пока он там был, там творился абсолютный кошмар. Да. Потом с февраля 18-го его оттуда убирают, это немножко легче становится. То есть его палача за зверство убрали? Да, но он перегнул палку до такой степени, что просто уже ночью, в одну из ночей, разломал всю изоляцию опять, человек там чуть не умер, то есть он забил его до такой степени, что у него даже глаза не открывались. И это все делалось в состоянии алкогольного опьянения, понятное дело. Он так и не протрезвел на утро. Он начал выгонять людей на работы пьяным до сих пор, то есть это уже на утро, вот в феврале. Начал избивать их там. И уже сама администрация, то есть его подчиненные, вызвала его руководство, вот этого Ленина, так называемого, это его позывной, да, Евдокимов Василий, который приехал, просто дал автоматную очередь под нашими окнами, чтобы его хоть немножко привести в чувство, да, всех людей, заключенных, загнали обратно в камеры, уже там переломанные, тоже побитые, и все. И с этого момента его сначала, то он в соседней камере сидел, то потом в подвале изоляции, то потом его перевезли в подвал конторы на Шевченко 26, потом он жил, ему выделили отдельный вагончик на территории вот этой промышленной зоны, и затем он просто исчез, да, время от времени его еще привозили там для пыток, специально для пыток людей, то есть он как бы, раньше он там жил постоянно на территории изоляции, а когда его убрали, он просто временами туда приезжал, специально его спускали в подвал для пыток людей. Опыт передал. Он, ну, не опыт, я думаю, что он сам же и пытал, в общем-то, то есть это очень удобный был для них человек. Вот, поэтому, ну, это я говорю к тому, что пока он был в 17 году, это был абсолютный ад, да, для всех. В 18-м стало легче, потому что хотя бы прекратилось то, что происходило ночью. То есть там и дальше пытали людей,
но помимо этого он ведь еще и ночами, то есть он жил на втором этаже, он напивался, спускался, да, и в лучшем случае избивал людей в камерах, да. Вот это прекратилось в 2018 Такая году. русская рулетка, да? Куда хотел, Да, заходил. да, действительно, вот какая камера сегодня откроется, а какая не откроется. То есть, ну и это все описывается, в том числе в книге по рубрикам, то есть под разными названиями, там прибытие, страх, например, то есть категория страха, насколько она имела значение вообще для заключенных, потому что я сам первые месяцы, наверное, находился в состоянии шока и такого животного страха, ну, сложно было вообще понять, что это за место и какие здесь Правила хотя бы. правила, да. И отдельная глава так и называется «Изоляция и понятия». Потому что когда я попал наконец-то в тюрьму, настоящую, в СИЗО, да, я там отдыхал. И все, кто приезжал с изоляции, там отдыхали. Но тебя не трогают уже, да, ты можешь спать ночью, потому что этот Палыч запрещал лежать на нарах днем, можно было только сидеть. Круглосуточно горит свет, да, открываются двери, ты обязан мешок на голову надеть, отвернуться к стене, руки за спину и так стоять, пока там тебя не побьют или не уйдет. То есть в СИЗО этого всего нет, ты спокойно там А сидишь. откуда вот этот Палыч и его подельники брали вот этот инструментарий? Они же не работали в Аушвице и в ГУЛАГе не работали. А откуда, или это творчество такое вот садистское, или кто-то их учил этому, откуда они приехали, кто эти люди? Я думаю, что его администрация, непосредственно подчиненные на тот момент, просто перебирали весь опыт от него, то есть то, что он придумывал, да, а сам он бывший сотрудник пенитенциарной системы, и я думаю, что он в какой-то мере уже знал, как эта система Ну, он работает. садист, короче. Да, на самых жестких зонах, на красных так называемых, вот. А в изоляции там вообще полный карт-бланш, то есть делай, что хочешь. А это да, не считалось тюрьмой? Это, Даже нет, по это их не, меркам. нет, это не, они же Мгм. даже не признают существование до сих пор. Они не могут признать, потому что это не, они просто, извините, взяли административные помещения бывшего завода, наварили решетки, бросили туда людей, бомбоубежище оборудовали под подвалы для пыток и содержания пленных и назвали это все для себя каким-то изолятором. Но официально этого места не существует. Скажи такой ужасный вопрос такой, но если не существует официально, но если они туда бросали именно тех, кто их больше всего раздражал, ну, например, тебя, ну, ты, конечно, извини, сумасшедший, ты, находясь там, писал, пусть под псевдонимом, Ну, ты конечно, писал, да, да, всё-таки но под все равно, псевдонимом, да, ты же но- понимал, что это рано или поздно закончится, да, вот, это ты совершенно отважный, конечно, человек, но а почему, зачем им было с вами мучиться, грубо говоря, почему они вас всех просто не убили и не закрыли, сказали, ничего не было? Дело в том, что, ну, во-первых, в изоляции были случаи убийств, но они были, я бы сказал, не целенаправленные при нас, а в ходе того, как, что называется, перегнули палку, да, то есть Мгм. человека убивать не собирались, но забили до такой степени, что он в конечном итоге скончался. Несколько таких случаев были. В 2014 году там действительно расстреливали людей, то есть в том числе своих, и прежде всего своих, ведь изоляция использовалась и как место содержания так называемых казаков, когда с ними очень жестко начали решать вопрос в Донецке, да, и в Мгм. Макеевке. Их всех свозили вот на подвалы туда, и многие там так и остались, так сказать, под терриконами. Что касается убийства, дело в том, что если вы попадаете в изоляцию, то там уже нет цели вас ликвидировать. То есть я думаю, что там просто людей используют как политический товар в будущем, А да, все-таки для того, чтобы... именно потому, что вас хотели на кого-то менять. Поменять, да, Мгм. конечно, поменять, чтобы цена возрастала, и, в общем-то, То есть именно... она была не уничтожение, Нет. значит, заложники плюс издевательство, но это для души. Типа, да. Это да, их Ну, никто не что заставлял они у этого тебя делать. могли выведать тут так на самом деле? Ну что? Уже ничего. Ну, я и говорю. Нет, Мгм. я ведь в изоляцию попал спустя 1,5 месяца после ареста. То есть все вот эти так называемые процедуры, попросту говоря, пытки, да, я прошел не в изоляции, а в здании МГБ на Шевченко 26 в центре Донецка. И первые 1,5 месяца провел в одиночной камере подвала там. То есть вся эта вот 2 формальная... месяца в одиночке плюс пытки. Полтора месяца, да. И поэтому вся эта формальная часть, она проходила там. Когда вас привозят в изоляцию, ну, меня в данном случае, уже нет смысла над человеком издеваться, он уже все подписал. Но эти люди все равно продолжали это делать, потому что могли это делать и испытывали от этого удовольствие. В этом ведь специфика, я всегда об этом говорю. Поэтому в изоляцию свозят не тех, кого хотят убить, а тех, кого хотят спрятать. Это абсолютно такая черная дыра, куда ничего не поступает, никакая информация, туда не может приехать никакой адвокат, туда не могут приехать родные, никакие гуманитарные миссии туда не пускают, и даже их следователь, чтобы приехать туда, должен получить специальное разрешение в министерстве. То есть, ну вот так.
А как узнали, что вообще, что ты там? Я знаю, ты, по-моему, пару месяцев вообще никто не знал, жив ты, не жив. Да, совершенно верно. Вот эти же 1,5 месяца они не подтверждали вообще моего нахождения, что я, в общем-то, задержан и нахожусь там в МГБ. Мать, естественно, после моего исчезновения, она начала ездить по различным, так сказать, организациям, начиная от морга и заканчивая тем же МГБ. И меня поднимают с подвала, например, на допрос. И этот же опер, который ведет допрос, говорит мне, что сегодня приезжала твоя мать, мы сказали, что мы не знаем, где ты. То есть, ну, вот у них такая была задача, да, что пока... Деморализовать. К Пока тому да, же еще. пока ничего. А потом меня перевезли в изоляцию, и мне разрешили свидание с матерью. Это уже когда началось официальное дело, Мгм. да, они Так она показали к тебе мне... в концлагерь приезжала? Нет, 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 они вывезли меня на допрос, и Мгм. следователь устроил понял. мне вот это свидание. В изоляцию никто не может приехать, Мгм. поэтому да. Да, И- ее же нет как бы, да? Да, и я ей сказал, она спросила, где ты, да, я приезжала в СИЗО, они говорят, тебя там нет. Я говорю, ну я не в СИЗО, я и назвать-то ей не мог сразу, я сказал, что я в специальном месте МГБ, да. Это потом она уже, начиная мониторить там СМИ, да, что такое вообще МГБ, что это за статьи, шпионаж, она наткнулась на изоляцию, ну, естественно, сама была в шоке, когда второй раз я ее увидел, она, ты что, там? Я говорю, да. Тоже, может, циничный вопрос. А что тебя спасло? Известность твоя? Да, да, это мне очень помогло, это сберегло мне массу здоровья, потому что вот тот хаос, который творился в изоляции вокруг, он почти всегда проходил мимо нашей камеры, где сидел я, потому что они получили приказ меня беречь. То есть меня не выводили на работы, например, хотя все практически заключенные, которые там сидят достаточно долгое время, обязаны работать. Меня принципиально вот за те 28 месяцев, которые я провел в изоляции, ни разу я никуда не выходил, чтобы я не сбежал и чтобы со мной не было никакого несчастного случая. Да? То есть они понимали, что моя цена возрастает с Мгм. информационной поддержкой здесь, и за счет этого, ну, конечно, мне это сберегло здоровье, хотя все равно, ну, как бы пытки я прошел сразу же в первые сутки, да, но и в изоляции потом к нам в одну из ночей вот этот Палыч все равно зашел и разломал всю нашу камеру, включая и как бы и меня, да. Но это делалось руками местных заключенных в том числе, да, то есть он не только сам в этом участвовал. Контингент. Мне Фомичев рассказывал, который тоже сидел, правда, не там, но он рассказывал про контингент, что в этих тюрьмах, о том, что ты уже заметил, большинство сидело этих, ну, казачки вот эти отовсюду, всякие эти искатели, в кавычках, приключений, убийцы, которые с России приезжали, отовсюду, из местных, наверное, кто-то. Вот я говорю, серьезно? Да, говорит, почти все были из представителей русского мира вот этого, да? И что они там? До них доходило в итоге, что они там понастроили, что куда они приехали? И что До с ними? большинства, да. Именно за Через счет того, пытки. что это, да, это очень жесткая система, их пытали еще сильнее, чем нас. В изоляции действительно, если в СИЗО оно забито такими людьми, но они сидят на отдельных постах, свои со своими, грубо Мгм, говоря, да, мгм. и нас с ними не смешивает, то в изоляции нет, там никто никого не разделяет. Ты заходишь в камеру, Да, и ты там сидит, и вот ты сидишь, там и рядом сидит вот этот вот. полковник, да, начальник штаба бригады, там подполковник, майор. То есть я со всеми званиями вообще пересидел в разное время, да. И вот, ну, как бы, да, их может быть там 3-4 человека. Они могут ненавидеть ДНР, и, как правило, они ненавидят ДНР. Но это не означает, что они к тебе нормально Так, подожди, относятся. как это? Приехал воевать за русский мир. Ненавидит ДНР. Нет, ну, и так извини, вот, ну, например, капитан, с которым я сидел, да, там был такой Сидоров Алексей, позывной Рекс. Вот он там, значит, весь в георгиевских крестах, его там награждал Захарченко, да, он там капитан тогда это был батальон «Легион», личная, так сказать, гвардия Захарченко, да, ну, так ему в задний проход засунули электрод и второй провод бросили на гениталии. Ну, как ты думаешь, как он будет относиться к этим людям после этого? Понятное дело, что у него немножко психика, ну, по-другому посмотрела на всю эту ситуацию. Но это не означает, что прибавилось любви к Украине или к укропам, да, Смотри, как нас смотри, называют. то есть его реакция была такая: товарищ Путин, произошла чудовищная ошибка, да? Где-то так, да, Мгм. где-то так, потому что вот эти люди, да, мы тут что-то, я не знал об изоляции, хотя я ему прямо говорю, ты понимаешь, вот каждый кирпичик этого здания ты сам построил. Да, ты не знал о существовании изоляции, но вы сами это все Все построили. условия себе создал. Да, потому что он мне рассказывал, ну я же вот воевал на фронте, да, я сижу в окопах, я не знаю вообще, что там в Донецке делается. Я приезжаю там на гражданку, вижу с женой, с ребенком и опять уезжаю на фронт. Я весь в крови, он говорил, да. А тут
Оказывается, что, в общем-то, вот ну, такой 37-й год, да, когда меня просто открыли квартиру, вот какие-то люди в масках, балаклавах поломали на глазах у дочери, да, вывезли вот в эту изоляцию, неделю избивали, неделю пытали, замотали его там матрасом и подвесили как грушу в конечном итоге. Потом я попадаю к вам, к укропам, я вообще не пойму, где я сижу. Это СБУ, МГБ или что это такое? Говорит. Почему меня, да, своего, меня вот со мной так? Окончательный вывод какой его был в итоге? Окончательный вывод, он мне божился, что я, значит, сдам оружие, вообще уеду в Россию, все забуду, все это как страшный сон. Но через год в другой камере я встречаю человека, который оказывается его знакомым, попадает тоже сюда, да, и я спрашиваю, ну и как же там Алексей, да, он уехал? Нет, никуда он не уехал, он, правда, не служит, но был там личным водителем одного из главных там боевиков на тот момент. То есть он как был, так и остался в той системе, и я ему так и говорил, что, ну, слушай, ну, не надо мне рассказывать вот эту ерунду, да, ты выйдешь, тебя хлопнут по плечу свои, выпьете по 100 грамм, и ты опять поедешь на этот фронт. То есть, ну. А какое соотношение было? Ну, примерно в разное время разное, я понимаю, вот, укропов, грубо говоря, и вот этих. Ну, большая часть все-таки гражданских это не боевики, да, то есть, ну, в камере могло сидеть, допустим, там 10 человек, из них 3-4 вот боевика, да, но тем не менее они постоянно там находились. То есть вот все камеры, какие заполнены, там везде есть вот Ну эти и так вот я называемые даже представить не ополченцы. могу себе ваше общение. Сложно. Где много людей, вот где Ага. 15 человек, там легче, потому что ты можешь поговорить с гражданскими, а эти ребята, они там отдельно, они так... А вот был период, когда я сидел в 4-й камере, она на 4. Ну и то, на 4 я не думаю, что это по стандартам СИЗО нормально, потому что это, в общем-то, 2 метра может быть на 4, на 4,5, и там 4 человека сидит. Вот один я, понятное дело. Второй — это подполковник 4-й бригады армии ЛНР, 2-го армейского корпуса. Третий — это капитан батальона Спарты Моторолы, да. И 4-й — это Саша Шестаков, вор-рецидивист, который имеет 21,5 год отсиженного. А причем этот подполковник тоже, у него 11,5 лет отсижено. Он до этого был блатным, так называемым. Вот там вот в такой ситуации было очень сложно, потому что ну, у нас дошло до того, что мы просто просыпались, и абсолютная тишина в камере. Никто ни с кем не разговаривает, настолько атмосфера была, хоть ножом режь. Да? То есть на всякий случай, чтобы ничего не случилось ни с кем. Ну да, было тяжело морально с некоторыми людьми в этой камере. Ну смотри, ну сидишь ты месяц, сидишь 2, сидишь 3, сидишь год и 2, да? А они все-таки начинают же говорить о чем-то. Они же все-таки, ну вот, блин, я жалею, что я приехал сюда, там, за тебя-то понятно за что меня, там, Нет, да? конечно, такие Ну. разговоры постоянно, да, это не означает, что мы там абсолютно с ними не общаемся. А что ты им говорил вот, на вопрос, а за что меня? За- Ну вот такой сидит подполковник там какого-нибудь вот этого бандформирования и говорит, блин, я воевал тут за русский мир, меня посадили, а что ты ему скажешь? Причинно-следственную связь. Нет, я им сразу говорю, что это причина, а не следствие. Вы неправильно задаете вопрос. Да, уже с самого начала было понятно, что вы строите такую систему, которая будет есть в первую очередь своих. И я это говорил еще до попадания в изоляцию операм, которые меня арестовали. Да, я говорю, ну, ребята, понятное дело, я в наручниках сижу, вы здесь Господь Бог, но вы же будете завтра оказываться в этих подвалах, вы просто не знаете историю. Да? Ты намекал на сталинские вот Да, эти... я не намекал, я им Прямо прямо говорил. говорю, потому что мне терять-то уже было нечего, я все равно арестован, да, поэтому ну, такие разговоры постоянно велись, но они ну, мало к чему, ну, каким-то таким теоретическим выводам приводили. Ну, то есть все-таки причинно-следственная связь вот в голове русскомирного человека не устанавливается. Нет, никак. они ведут это все от Майдана, они винят это, вот если бы не было Майдана, да не было бы вот и изоляции в конечном итоге. Вот Вот у них как-то такая линия выстраивается. Россию они здесь вообще как-то пропускают, да, во всем этом. Ну, как-то так они смотрят на вещи. С русскими общался, да, с такими, которые... Да, да, там русских ну, было немного в общей массе, да, но они тоже постоянно туда попадали. С одним из русских я очень долго сидел, еще с подвала конторы. Ну и время от времени, вот, мы их называли так, которые на сафари приезжают, да, в 2018 году там попадали. Вот. Ну, эти люди тоже, они рассказывали, один мне там, Коля Самарский, мы его так звали, он рассказывал, все, я если выйду, я поеду в Самару, там, я расскажу всем, чтобы не ехали. Ну, бог его знает. Я этим людям, ну, понимаешь, не очень-то Почти верю. все возвращались. У меня был еще один. У меня один товарищ снимал фильм документальный и поговорил с одним таким.
никогда в жизни я ошибся, поехал воевать там за пылесос, за какой-то там, Мгм. ну, за какую-то стиральную машину, кредит. Да что, я такой парень вообще, хорошей семьи. Вернулся. Ну, Да, вернулся. да, да. Ну, это такой Что человек. их подсаживает? Вот возможность грабить, убивать? Ну, те люди, которые попадали в изоляцию, это классические солдаты удачи. Они по-другому не могут уже жить. Я их, Мгм. ну, и прямо так... Причем были люди, которые были действительно офицерами в свое время российскими. У них, ну, Мгм. с ними Бывшие. можно Мгм. поговорить. Да, Мгм. с ними можно поговорить. Они не полные отморозки, да, где вроде Коли этого, да, так Мгм. называемого, Самарского. И я когда задавал вопрос, слушай, ну, а что ты вообще... Чё тебе дома-то сидел? Да, что ты Да. сюда-то Мгм. приехал? А э, это был уже конец 18 года. И я говорил с этим человеком, а он бывший подводник. Да? И он мне говорит, да мы вообще не должны были на этот Донбасс ехать, нас заставили. Я говорю, в смысле заставили? А кто тебя заставил? Ну, нам сказали, что мы должны были ехать в Центральную Африканскую Республику. Я говорю, ну так А. извини, так, но это же в каком-то смысле одно и то же. Чего ты дома-то не... Чего ты Мгм. прыгаешь с одной горячей точки в другую? Он говорит, ну там хорошие деньги платят. Но нам сказали, хотите туда, Донбасс это трамплин. Сначала сюда заедьте. И Ну, это вот мы вариант заехали. такого русскомирного легиона, такого, да, Да, блуждающие да, люди, да. которые ищут, в общем, деньги и поедут хоть в Африку, хоть куда Ну, убивать. отчасти деньги, отчасти и такие, как Коля, это им просто впечатлений не хватает, да, я на него смотрю, но ему действительно там речь не о деньгах, и он просто не представляет себе другого Знаешь, образа жизни. один поэт, как это ни странно, русский, из Москвы, такой Всеволод Емелин. Не читал ничего? Нет. Этот очень удивительный человек, глубоко пьющий, работающий там где-то разнорабочий в какой-то церкви московской, при этом считает себя русским националистом, но против войны с Украиной. Ну, вот такие есть, это какие-то молекулы остались там, какие-то такие. Но он порядочный. Он лучшее стихотворение про Майдан, по крайней мере, на русском языке написал точно он, эти потом, ну да, это реально, прямо во время Майдана, просто, как он это понял, даже не будучи тут. Вот. Ну и он написал двустишие про вот этих людей. И вот насколько оно в целом отражает их вот, это сообщество. «Прощай, жена фригидная, нас ждет война гибридная». Но, кстати, этот Николай оставил жену, да, Мгм, оставил мгм. семью, и он приперся вот сюда, грубо говоря. Да, да, Знаешь, действительно. что, когда я в газете, когда еще работал в Москве, еще, по-моему, до войны или в самом начале, одна наша журналистка поехала в семью Стрелкова. Мгм. Ну, с женой поговорить, про мужа. Нет, уже война была. И жена, как ни странно, открыла дверь, я уж не помню где. И она говорит, да... И она прям, знаешь, по-женски, так как в советских фильмах, по-бабски все ей рассказала. Она сказала, да черт этот, все из дома выносит. Значит, нахрен такой муж мне не нужен. Пусть куда хочет, уходит вообще сумасшедший там и гибнет где хочет. Вот мне кажется, таких неприкаянных, и никому не нужных, ну, Стрелков, может, не самый яркий пример, но вот таких не асоциальных, не адаптированных людей, вот это притягивает все-таки. Безусловно, конечно. Они в этом видят возможность самореализации, потому что вчера ты был никем, а сейчас ты Автомойщиком можешь, да, стать. можешь стать кем-то, действительно, это А, ск- правда. а вот, но, а вот тех, кого ты видел рядом, ну как, дончане, если есть такое слово, ну вот жители Макеевки, там, Горловки, Донецка и так далее. А, Какие у них карьерные лестницы в этой иерархии? Вот откуда они поднимались? От кого до кого? Вот есть такие примеры? Вот, ну, Моторола мы знаем, не Моторола этот. Да, Моторола, он же был мойщиком, да, Ну там, да, но да. он как бы россиянин, там Гиви, да, местный, Гиви, этот Гиви местный, я толстый. перепутал их просто, да, извини. Да. Ну, как сказать, здесь, во-первых, нужно понимать общую структуру этих армейских корпусов. То есть там все курируется Российской Федерацией. Мгм. Но на вот такие формальные должности, которые можно вообще как-то отследить, они, конечно, ставят местных, стараются Ну, ставить делают из них местных. И легенд, как из этих да, Гиви, да, и Моторол, ты там, да. действительно можешь до какой-то степени подняться, хотя из моих, например, сверстников, которые, они все мои друзья из дома в Макеевке, да, они пошли к боевикам. 21 человек, Вот конечно. мотивация в чем. Мотивация в том, что эти люди до 2014 года не имели ничего, равно как и я, в принципе, в каком-то смысле, да, потому что все мы работали на тяжелых производствах, все мы получали какие-то копейки, кто-то в шахте, кто-то на заводе работал, кто-то там вагоны, как я, например, грузил, да, и тут появляется вдруг Стрелков, Мгм. который говорит, приезжайте в Славянск, мы будем творить историю, да, сейчас здесь будет новое государство, потом вы станете Россией, и эти ребята, ну просто я помню очень хорошо этот вечер, когда они собирались ехать.
На тот момент они собирались в какое-то казачество, да, там часть к Стрелкову поехала, а часть в казачество. Тогда все Великое войско Донское еще было там. И я очень хорошо этот помню вечер Донецка, у них просто горели глаза. Они вот считали, что завтра вот какая-то У история них начнется начнется. новая жизнь. Да, абсолютно. Настоящая такая. Они Да. получат автомат, Мгм. получили действительно автоматы, у них потом появилась форма, вначале еще не было, потом там кто в чем воевал. Потом форма, и вот они рассказывали, что скоро мы там в Запорожскую область войдем, там Запорожская республика будет, но там должны сначала проголосовать. То есть люди вот, ну, жили такими какими-то иллюзиями, которые просто невозможно было себе представить. Но, судя по таким как бы реакциям, эмпатии к Украине у них не было. Они себя украинцами не Нет, ощущали. нет. Они тоже, они не поддержали Майдан, они боялись этого. Они действительно искренне считали, что в Украине вот какой-то фашизм, что в Киеве там чуть ли не каждый день факельные шествия и все в нацистской символике ходят. Это действительно, ну, нужно понимать, что в 2014 году была колоссальная информационная напряженность со стороны России. То есть россияне отработали... Бомбардировка ковровая Да, была. это Да. просто красавцы в этом смысле. То есть они То есть они действительно реально, вот ты профессионалы. подтверждаешь, что они реально зазомбировали твоих Конечно, одноклассников, конечно, ровесников. там. конечно. Причем в массовом порядке, даже не просто единичных случаев. Это очень качественная пропаганда была, которая била в самый центр, в самый нерв эмоций, да. И каждый труп на улице Макеевки, Донецке, Горлока, они использовали просто вот, ну, просто как памятник, да, такой информационный. И это сыграло серьезную Вот роль. смотри, ты прошел все эти страшные вещи, тебя все-таки обменяли, ты теперь живешь в свободной стране, в свободном городе. Вот у тебя, я надеюсь, что все, уже жизнь сложилась, и ты понимаешь, чем ты будешь заниматься. И вот эти парни, которые пошли за Стрелковым, мы будем России, там, туда-сюда, ни России нет, ДНР не пойми что с ними, и прошло уже 8-й год Да. идет. Ну и что они теперь? Вот. Ничего, они никто не служит, во-первых. Да? То есть они все, некоторые из них дезертировали, некоторые просто уволились. Не имеют ничего, как и не имели до 2014 года. То есть они фактически пошли на такие же предприятия, которые еще пока работают, где эту работу можно найти. Но извините, если сейчас вы возвращаетесь на ту же шахту, которая была до 2014, то вы получаете в 3-4 раза меньше, чем это было при Украине. А платят по сравнению с шахтой в этой армии ДНРовской сколько? Ну, это самая дорогостоящая, скажем так, работа. Там рядовой получает 15 тысяч рублей. Их так и называют 15-рублевые. Сколько? 15 тысяч рублей. Я Это- уже забыл курс, но, по-моему, это смешно. Это Да. что-то типа $200? Это, ну, я думаю, что сейчас 1 к 3, да, наверное, где-то на 2,5 надо разделить. Ну, это небольшие, да, деньги. Но для той территории это большие деньги. То есть 15 тысяч рублей – это хорошая зарплата. Вот. Ну и, соответственно, если ты там до сержанта как-то дослужишься, может 20. Подожди, давай на гривны. 15 тысяч рублей — это 5 тысяч гривен. Ну, где-то Примерно. так, да, чуть-чуть больше, может быть. И за это тебе могут пулю в лоб вколотить, отправить в изоляцию, если ты не понравишься командиру какому-нибудь там. Ну, да, так и есть. Это невероятная карьерная Так и лестница, есть. конечно. Ну, вот поэтому эти ребята, они все разочаровались, потому что многие из них действительно в 2014-м были идейными и думали, что здесь будет как с Крымом, да, что здесь сейчас Их нас начнут Россия- обласкивать, там Россия дороги нас строить заберет. какие-нибудь. Да, там. ну дороги то такое, ну хотя Да. бы, да, просто формально присоединят, как они это называли. А как да. они себе объясняют тем, что мы же русские люди, вон в Крыму, вернулись в родную гавань, а что ж нас-то не берут? А Путин он кто? Фюрер или сука, который нас обманул? Вот как это у них в голове? У них есть обида на Россию. И особенно, Есть, да? кстати, это обида у администрации изоляции. Когда попадали туда россияне, ну, их просто с ними очень жестко обходились, потому что им вот этот Палыч прямо и говорил, а где ж Крым? Где? М. Потому что он вообще был заперт в этой тюрьме вместе с нами. Он не мог покинуть территорию изоляции. Он так и жил на 2-м этаже над нами. То есть он, во-первых, он боялся мести от тех людей, которых он уже пытал до этого, он пытал годами, да. А люди же выходили Ну, какие-то конечно, там? конечно, и родные знали, да, что там происходит. То есть это же все равно, пусть узкий круг, но уже знает об этом месте, да, и что там происходит на самом деле. Он жив вообще? Я думаю, да. Есть где? В Россию информация. бежал? Нет, есть информация, что, скорее всего, возможно, его СБУ покрывает на сегодняшний день, и он под их как бы крышей. Да. Ну, Палыч это вообще отдельная В история. смысле показания даешь? Ну, вероятно, если он у них, то наверняка он рассказал все, что только мог знать, но вот ряд публикаций вышли на обозревателе, а до этого вышел репортаж на 1+1 про изоляцию и про Мгм. Палыча, да, и ну, все эти данные говорят о том, что, скорее всего, он на нашей территории. Да, Ух ну. ты. А если ты его встретишь? Где-то? Вот зайдешь в кафе, а там сидит
такой? Ну, может быть, он по-другому побрит, там, Мне одет. задавали уже, да, Задавали, задавал да, этот извини. вопрос, и я до сих пор не знаю, у меня, ну, смешанные чувства. Я надеюсь, что этого никогда не произойдет, но, может Киев быть, город маленький, тут знакомых встречаешь, пройдешь, ну, как ну, маленький, это фигуральное выражение, большой, ну ты попробуй пройти по городу, где-нибудь кого-то встретишь обязательно. ну, я боюсь, что если это действительно произойдет, с учетом того, кто этот человек и кто ему позволил, да, сидеть в этом кафе, ну, наверное, надо уезжать из этой страны, потому что я не вижу будущего тогда у Украины, если одного из ключевых военных преступников этой войны, вообще, это не пафосно сказано, этот человек насиловал, убивал, пытал постоянно, унижал человеческое достоинство, ну, то есть весь спектр военных преступлений, и если служба его отпустила в кафе, да, вот по каким-то причинам, пусть бы он там рассказал что угодно, да, но нет такой информации, которая бы перекрыла его преступление, да. Ну тогда я даже не знаю, что смысл, кого полицию вызвать, Ну да. кого вызвать, да, в этом случае. Ну, в принципе, то есть этот человек, по большому счету, ну, по жизни это самое мягкое, что ему Конечно, вообще. да, это, ну, однозначно пожизненный срок, да, однозначно. Ну, я надеюсь, что он все-таки не в кафе сидит. Ну, я тоже, да, все-таки. Хотя ты помнишь, эти бразильцев каких-то выпускали, которые там за ДНР воевали? Да не только бразильцев, в Да. общем-то, встречали человека, который был, если не ошибаюсь, второй рукой Болотова, да, на тот момент главы ЛНР, так называемого. Он как раз в кафе киевском сидел, его просто парни, которые стоп-террор, кажется, или из какой-то такой вот смежной организации, которые занимают, они просто его узнали, да, кто это такой. Абсолютно спокойно, да, даже не пытаясь там скрываться, он просто молча так тихонько встал и говорит: ребята, ну, идите дальше свои. То есть есть какая-то договоренность, да, явно была со спецслужбами, что он даже не нервничал. Ну, он просто вышел, спокойно покурил и пошел куда-то. То есть такие случаи были уже. В чем, во-первых, где ты работаешь сейчас? Ну, с одной стороны, я до сих пор являюсь автором «Радио Свобода», пишу, да, время от времени для них. Второе место — это Украинский институт будущего. Я там эксперт как раз по оккупированной части Донбасса, и мы создаем аналитику, да, по этой проблеме. В чем твоя, ну, миссия, что ли, на ближайшие годы? Ты сам как ты ее видишь? Книга. Конечно, это книга. Для меня главная задача была перевести ее на английский. Это сейчас сделано. Но и теперь нужно это вынести все это на коммерческий рынок, чтобы об этом узнал широкий читатель, а не только политики, которые, в Ну общем... да, потому что раздача книг такое дело. Ну, Да, как бы это, конечно, можно и как акцию какую-то, но все равно книгу должны покупать. конечно, и она должна Да. срезонировать. То есть не просто политик может взять и положить, и, скорее всего, так и будет, и не будет читать, да. Но если на основе книги, например, снимут фильм, а мы уже как бы видим... Вот, хотел спросить. А кто может снять? Наши? Не наши? Есть идеи и у наших, но мне предлагали и со стороны Польши, вот, да, в общем-то, там, где я недавно был, там заинтересовались этой темой, они как раз сейчас читают английскую версию, да, и в электронном варианте, и, ну, возможно, снимут Дай бог. художественный фильм. Да. Художественный. Да, именно художественный. Не Подожди, но документальный. книга же не художественная. Не художественный, Ну, а да, как, но они хотят художественный снять фильм по именно... нехудожественной книге? Ну, вот на основе, да, этой книги игровой какой-то фильм. Ну, это бы очень сильно подтолкнуло тему изоляции на Западе, действительно. Понимаешь, вот сейчас, может, и хочется об этом забыть, но палачи никогда не дают о себе забывать. Вот, пожалуйста, тебе Лукашенко. Он там тем же самым занимается в его тюрьмах. Тем же самым. И, в принципе, тема вот этих издевательств, похищения людей и так далее, вот из-за этого случая последнего, она все-таки на слуху. Я думаю, что есть шанс об этом как-то заявить. И я не знаю, в каком-то качестве будешь участвовать в фильме именно или нет. Ну, может быть, в качестве какого-то консультанта это, А наверное, максимум. играть сам себе-то? Нет, ну, как бы вряд ли, наверное. Тем более, если это с Польши будет идти, то я думаю, там профессиональные актеры будут. Да, конечно. Как думаешь, когда-нибудь у тебя получится? Нет, забыть не получится, конечно, но отмокнуть от этого всего, что ты пережил. Но для этого нужны формальные моменты, отойти от всей этой темы вообще. То есть не заниматься ни книгами, ни фильмами, не ходить на эфиры, не давать никаких комментариев То есть по не поводу получится. пыток. Получится, возможно, если поменять хотя бы на какое-то время место жительства. То есть в Украине эта среда все равно тебя найдет, в любом случае информационная. Да? Это нужно выехать, например, на год куда-то в другую страну, да, и полностью сменить спектр деятельности.
тогда да. Но пока я такой перспективы, конечно, не Но вижу. это будет для самого тебя самого выглядеть как какое-то дезертирство, бегство. Так. Все-таки Ну, война продолжается, в каком бы виде ты в ней не участвовал. ну, тоже как бы тратить всю свою жизнь на это, я не вижу конца просто этому. Понимаешь? Это же такая война, что это не завтра, не через год, не через 5. Да? Я боюсь. Вот у меня в студии здесь бывают люди как оптимисты, так и пессимисты. В плане возвращения оккупированных территорий, в плане поражения России, в плане развития событий в мире и так далее. Ты вот, я так понял, все-таки пессимист. Ну, если так ставить вопрос, то да, да. Исходя из того, что я знаю о той территории, исходя из того, насколько она интегрирована в Российскую Федерацию, как Россия смотрит на нашу страну, я понимаю, что это, я боюсь, что в ближайшие десятилетия вообще не А закончится. дело, смотри, дело же не в территориях. И то, что они Крым называют так, Донбасс так называют, как бы они там ни действовали, ну, наверное, мы сойдемся в таком мнении, что без уничтожения России в ее нынешнем виде они ниоткуда не уйдут вообще. Ну, Ни политического, из я бы Сирии, сказал, да, ну я же не говорю политического, атомным да, оружием, да, я, да. в принципе, уничтожение как центра силы какой-то, да, и воли какой-то. Конечно, да. Они же ни из Сирии не уйдут, ни из Африки не уйдут, тем более они не уйдут отсюда. Да. И эти иллюзии, что, знаешь, когда, ну, тебе, наверное, особенно это и горько, и смешно слышать, когда говорят, вот мы закончим войну, там, вот мы сейчас договоримся, о чем, с кем? У них нет интереса к этому. Да, к сожалению, наши топ-политики в это искренне верят. Да, Ты думаешь, верят? Или это... Вот вопрос интересный. Ты думаешь, они верят в это? Или они просто знают, что хотят слушать вот эти вот, ну, простые люди, условно говоря, которые навешивают там про возможность мира там или что-то Зеленский еще? верит. Зеленский верит, а вот Искренне, его да? окружение, может быть, они ближе к реальности. Откуда ты понимаешь? знаешь, что ты с ним встречался, разговаривал? Да, Да, было у меня 3 встречи, да, с ним. То есть первая встреча сразу после освобождения, он нас встречал и, в общем-то, и поговорил со мной Мгм. недолго. И я его попросил о второй встрече, потому что хотел рассказать об изоляции и передать список пленных, Мгм. которые мы составили вместе с теми, кто вышел со мной, да. И это была вторая встреча буквально через 14 дней после освобождения. Ну и третья, вот недавно наша Шевченковская премия, да, он как бы был на А церемонии. насколько заинтересован он тебя слушал? Заинтересована. То есть я всегда говорю, что тюремный опыт, он дает возможность очень неплохо разбираться в людях. Мгм. И фальшь, ну вот просидев месяц, два, три, пять, вот в 4-й камере с такими людьми, которых я описал, ты очень, там полный цинизм, да, там нет никаких иллюзий, нет никакой такой вот розовой, такой мягкой формы Ну, а на общения. свободе Да. это, наоборот, много лицемерия. Может Да, но замаскироваться это, там. это сразу бросается в глаза, Видно, да, поэтому всё-таки? да, но в нем я этого не почувствовал, и вот в этом смысле я вижу проблему, что он действительно считает, что он сможет договориться с Путиным, с Россией, как-то этот конфликт урегулировать. Но я боюсь, что он не отдает себе до конца отчет, что такое Россия современная, и как Путин смотрит на нашу страну. Я думаю, что есть у разных людей, эмоционально разных, я никого не осуждаю. Кто-то вот оптимист, пессимист, но есть такой учитель у Украины вообще в целом, очень плохой учитель, который называется Путин. И он не даст никому усомниться в итоге в том, кто он такой. Мне кажется, многие хотели бы в мире отвернуться от этой Да. проблемы, но выходит Владимир Путин, и все, значит, по-своему ну вот кому вот надо было, да, там самолет этот захватывать, сажать, да, но на пустом месте перед переговорами, ну, наша логика тут не работает. Никакая. Да, я думаю, что это просто вопрос времени. Когда поймут, да, кто такой Путин, ну, когда-то поймут. А что для этого должно произойти? Я всегда говорю, что я на самом деле на россиян-то и надеюсь. Да? Я Мгм. надеюсь, что они покажут Своё лицо настоящее, да, прекрасно. настоящее лицо, что они уже показали, что в переговорном процессе вообще мы никуда не двигаемся. Ну, ни о чем не можем договориться в принципе. Да? Ну и я думаю, что если будут какие-то вот движения в сторону НАТО и ЕС, они наверняка устроят очередную эскалацию на фронте. И наконец-то уже до наших топ-чиновников дойдет, что нужно кардинально менять стратегию, потому что ни с кем там договариваться не получится. Удивительно, что, в принципе, смотри, ты там родился, ты там вырос, ты Да. там жил, ты там сидел. Ты знаешь, ну, есть люди, которые также Крым знают, например, да, но ты знаешь точно, и ты журналист еще, ко всему прочему, можешь излагать, рассказывать. То есть ты прям готовый, идеальный эксперт для, ну, скажем, в широком смысле правительства, президента, там, не знаю, офиса правительства там, или министерства какого-то. Ты где-то эксперт, советник, ты чей советник, какого политика, по каким вопросам?
Некоторое время я присутствовал на гуманитарной подгруппе в Минске. То есть меня туда интегрировали, да, но не в качестве, как там присутствует, например, Казанский и Гармаш, Мгм, да, Сергей. мгм. То есть они Они на официально, постоянной основе? Ага, да, они на ага. постоянной основе, они сидят в кадре. Мгм. Я сразу сказал, ребята, что если меня только увидят в кадре, да, это будет сорванное заседание, никто не будет разговаривать, ну, лучше их даже не раздражайте. Почему к тебе так? Вот почему Казанский и Гармаш они не раздражают, а которые Ну, раздражают? я ведь, ну, во-первых, опять же, тема изоляции, да, я поднял для Ага. них проблему, которая была достаточно, ну, такая, существовала, То но есть до тебя, я правильно неофициально. понимаю, что до тебя об этом особенно никто и не говорил? Широко нет. Мгм. То есть даже в Минске, на минских переговорах не было отдельного пункта изоляции вообще. Это удалось добиться только с лета 2020 года, да, в Мгм. общем-то, когда я пришел с этой программой, да, и говорю, давайте что-то делать. Да, и мне предложили, ну хорошо, тогда будешь сидеть за кадром и будешь смотреть, как это все происходит, и какие-то свои предложения давай. Ну, там происходит совершенно абсурд, то есть с этими людьми, повторюсь, не о чем говорить, они не есть сторона переговоров, они просто делают то, что им говорят в Москве. Им сказали, не договариваемся. А дальше вот как не договариваться? Да что хоть анекдоты рассказывайте, да? Но не договариваемся, не берем списки на обмены, никого не меняем. Все, и дальше что хотите, то и делайте. Вот это и происходит, в общем-то, там. Но так ты советником ничем не являешься. Нет, нет, нет. Отлично. Ну, я не вижу в этом смысла, потому что, повторюсь, есть общее настроение, общая идея того, что мы договоримся. И Мгм. я человек с противоположного лагеря, я говорю, что не договоримся, давайте менять все, да, и предложил как, да, вот, Мгм. но пока что вот То есть считаю. свои предложения все-таки кому-то ты Да, изложил? у меня Всё. удалось... Нет, на самом деле я был на заседании перед трехсторонней контактной группой, проходило общее заседание всех подгрупп с нашей стороны, да, там лидеры подгрупп сидели, и Кравчук там в том числе сидел. Я, в общем, каждому раздал свои предложения, да, как я вижу, каким образом можно двигаться в гуманитарной сфере. Но они так и остались как бы на бумаге, потому что... Гуманитарная сфера, ты имеешь в виду, конечно, обмен в первую очередь. Конечно, И конечно. это, наверное, то единственное, ради чего там еще стоит, в принципе, сидеть, на что-то там надеясь. Или вообще, в принципе, и это не важно, потому что решение вообще не зависит от этих заседаний. М, От заседания, к сожалению, да, не зависит. Это все зависит от господина Путина, да, и того, как он смотрит на этот процесс. Но какие-то тенденции на этих заседаниях с нашей стороны могли бы уже идти и показывать, что мы хотим от этого получить. То Мгм, есть мгм. я всегда предлагаю, что давайте ставить гуманитарный вопрос перед политическим, то есть не собирать вообще политическую подгруппу. Ну, потому что бессмысленно. В Да, политике все равно ноль. Ну, что не тут, вести да. никаких политических Мгм, переговоров, пока нам мгм. не дадут людей. Слушай, почему твоя версия сначала, когда Зеленский пришел к власти, было видно, что там, ну, Путин решил, так сказать, ну, как старый ФСБшник, он ему часть людей отдал на обмен, Да, да? нам повезло, сказочно Вот, я повезло. и про это тебе и Просто, говорю, да? просто это Это кредит. понятно, сечение обстоятельств, там, тут даже и Зеленский сам, наверное, ни при чем. Это вот просто Путин решил вот так, что вот сыграть такую комбинацию, посмотреть, что будет, да? Почему так долго после этого ничего нет? Потому что Зеленский и вообще украинская сторона не идет на те предложения, которые пропихивает российская. Да. А что они хотят? Ну, например, они хотят, чтобы мы подписали дорожную карту так называемых ЛДНР, в которой Все закреплен... понятно. То есть они говорят, короче, они меняют не людей на людей хотят менять, а хотят менять людей на политические Да, да, уступки. да. Это нормальный терроризм на самом Да. деле. Потому что когда меняют людей на людей, это обмен пленными еще может как-то называться, удерживаемыми лицами. Когда меняют на политические уступки людей, это вот обычный, за этим террористы людей захватывают. Только смысл какой Они, еще? да, они этого не скрывают, то есть на гуманитарной подгруппе те же их омбудсмены говорят, что ну вот, примите нашу дорожную карту. Да, когда им ОБСЕ Мгм. говорят, извините, а А при чем причем тут здесь, это? при Да, чем здесь люди, да. у нас гуманитарная политика в соседней комнате. Да? Мгм. Начинается что-то, ну это же общий процесс, мы должны в А, комплексе смотреть. волю пока проявлять Да, там да, добрую, да? поэтому все понятно в этом смысле. Да. Черт его знает. Я надеюсь, что все-таки, знаешь, меня это сильно расстраивает, что вот такие люди, как ты, которые вот точно эксперт по этому региону, такие люди, допустим, как Рома Цымбалюк, который знает изнутри вот эту кухню, ну не изнутри, ну, в смысле он там находится в Москве, да, и он может анализировать там, очень круто анализирует в своем Ютубе и так далее. Но им не звонят ни из правительства, ни из министерств, ни из офиса президента. Но я понимаю, что там самые умные, все сами умные, да, но черт возьми, почему не привлекать людей к работе
которые сами бы хотели помогать своей стране. Да нет, тут вопрос, наверное, не совсем так поставлен, потому что привлекать-то они, может быть, и хотели, и для меня есть возможность вот интегрироваться в эту Ты систему. мог Но устроиться. вопрос, да, но А, вопрос в том, насколько ты будешь функционален. То ли это будет формат, слышь, ну ты же знаешь, да, вот, Ты все понимаешь, да, да? давай, Понятно. скажи вот это, потому что так надо. Но формально я буду там каким-нибудь радником кого-нибудь, да. Ну, это тебя не Либо, устраивает, я ну, вижу. конечно, да, какой в этом смысл? То есть, либо ко мне действительно прислушиваются, и скорее я уже как эксперт, да, если вы меня сюда назначили, то вы меня должны слушать, то, что я говорю, да, а не я вас. Но такой модели Не коммуникации там предлагают. точно сейчас, да, Мгм. не выстроится. А, м, То есть, если, допустим, ты пойдешь в политику, то надо будет понимать, что ты видишь возможность для какой-то реализации практических каких-то вещей. Конечно, только практически. То есть, ну, меня, например, всегда интересовало именно СНБО, да, Совет национальной безопасности и обороны, там, где принимаются конкретные Вот там решения вот ты пришелся бы точно. функциональные. Да, а просто сидеть, нажимать на кнопку там в парламенте, например, или подписывать какие-то бумажки, радник радника, там, ну, мне это не интересно. Политические партии звали, зовут, будут звать. В начале, как только вышел, то есть пару каких-то вот Мгм. таких небольших, да, политических проектов звали, но я сказал, что, ребята, я вообще еще даже мне в студии-то сложно сидеть Мгм. под этими софитами, да, под А сейчас ты светом. не созрел еще? Какая политика? Нет? Да сейчас, я, честно говоря, даже об этом не думаю. Ну и рано вообще, как бы политический сезон, да, еще не настал. И во-вторых, ну, партия меня, ну, не интересует. Я все-таки вот конкретный достаточно человек, да, и мне хотелось бы что-то конкретное делать, а не Ну, просто... то есть, скорее, госслужба, чем парламент. Если Ну, это функционально будет исполнительная, что-то. да, может быть, исполнительная власть, да, вот силовой блок какой-то, да, А это и интересно. существует ли какой-то комьюнити бывших узников? Или вы редко встречаетесь, или только на приемах каких-то по случаю Я чего-то? минимально вообще имею контакты с этими людьми именно в силу того, что у нас есть и такое общее прошлое, которое я и так постоянно вспоминаю, но не хочу еще вспоминать с ними. Да? То есть мы формально, да, пересекаемся из-за там некоторых, ну скажем так, уголовных дел, которые заведены там на других людей, которых сейчас судят по теме, по делу изоляции, да. Но это общение, оно минимальное и такое очень, очень практичное. Но я желаю, чтобы когда-нибудь тебе чуть-чуть стало легче немножко отстраниться от этого, если получится. Спасибо. Желаю тебе успехов в твоей карьере, в любой, которую ты себе выберешь. Вот. И спасибо, что пришел, и спасибо, Спасибо, что пригласили. спасибо, что ты такой человек, ну, которому, я так полагаю, можно верить и надеяться на то, что у нас когда-нибудь и во власти будут люди, которые имеют бэкграунд не только, бог с ними, короче, настоящий какой-то бэкграунд имеют и имеют патриотизм действенный, не только на словах, а, к сожалению, болтунов очень много, действующих лиц не так много, как хотелось бы. Спасибо еще раз Станиславу Асееву, что пришел. Спасибо вам, что смотрели, что помогаете каналу АТР вещать, что подписывайтесь на наш Patreon. И это очень важно, потому что тут только благодаря вам мы сейчас держимся. Ну, обязательно продолжим нашу работу. Смотрите телеканал АТР. До новых встреч в эфире.